Здравствуйте, в эфире новости и краткий обзор событий. Поправки в пенсионном законодательстве. Почтальоны говорят о возможных изменениях. Пока в других регионах России отмечается спад рождаемости, Ингушетия поддерживает демографический баланс в СКФО. Инсульт. Что нужно знать об этой тяжелой болезни, говорят врачи. Доставая из своего почтового ящика письма и газеты, мы даже не задумываемся о том, сколько физических сил потрачено, чтобы доставить их по адресам. Работа почтальона не из легких, и все равно эти люди не готовы прощаться с любимым делом. Зарема Ивлоева узнавала о тонкостях профессии людей со стажем и поговорила об изменениях в пенсионном законодательстве. Это здание отделения Почты России в Насыркорте открылось совсем недавно. Новые условия и автоматизированность облегчили труд операционистов. А вот объем работы почтальонов только увеличился. Впрочем, сотрудницам местного отделения не страшен любой фронт работы. Каждая из них трудится здесь не менее 10 лет. К слову, 7 из 7 местных почтальонов – пенсионеры. Но уходить на заслуженный отдых пока никто из них не собирается. Свободного времени у женщин совсем нет. Нужно успеть рассортировать большую кипу писем и газет, разложить по порядку согласно маршруту и ничего не перепутать. 300-400 писем, 20 Многодетная мама Любовь Бештоева в советское время работала телефонисткой, позже перешла на почту. Этой работе она отдала 17 лет. На ее участке 9 улиц, поэтому большую часть рабочего времени Любовь проводит в пути. Приходится проходить не 1 километр, жариться под палящим солнцем летом, месить грязь в дождливую погоду и мерзнуть зимой. Но за много лет она приобрела много друзей, поэтому в каждом доме ее ждут с радостью. С годами появились телефоны и интернет, поэтому люди стали реже отправлять письма друг другу. Но ходить по проложенным маршрутам почтальоны меньше не стали, особенно когда рассылаются счета и разносится пенсия. У Исет Чахкиевой в этом году круглая дата – 10 лет стажа работы на почте. Хоть я сегодня целый день хожу пешком, на второй день я бодро себя чувствую. Привыкла? Да, я привыкла. Со свежей головой с утра уже на работу опять. В Насыркорте 38 тысяч абонентов, которых обслуживают всего 7 почтальонов. Письма, пенсии, пособия. Их ждут почти в каждом доме. У Лизы Чахкиевой самый большой участок, на котором расположены не только частные, но и многоквартирные дома, а также различные организации. Хоть и бывает тяжело делиться почтальон, но работа ей нравится. Во-первых, она связана с людьми, а это всегда интересно. А во-вторых, нет времени для скуки. Тогда волкваш мушло, или да, Бог интересно я. А Бог бы и чудо. Игорь Хауса Бог хеншан, сайчит ультмаяр. Но каждый год дукат ехтузлат. Организация вообще дуки ханс эхтехман. Да, по бакинке он же амфитеатр, мемориал, 18 этажный дом. Каждый день отъехал дукахан. Встретить молодого почтальона – редкость. Зарплаты у них невысокие, а объем работы большой. Но наши героини отдали своему делу не 1 год и уже не представляют свою жизнь без писем и абонентов. А постоянные пешие прогулки даже держат пенсионерок в тонусе. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. В Минздраве раскрыли 3 принципа долголетия. Это правильное питание, физическая и социальная активность, заявила главный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева. Регулярные физические нагрузки способствуют сохранению мышечной силы и массы, тем самым продлевая молодость. В Минздраве также призвали не забывать о сбалансированном рационе, включающем в себя достаточное количество овощей и фруктов. 3-й важный принцип – это социальная активность. Чем больше человек востребован, тем дольше он живет. Для сохранения здоровья также следует хорошо высыпаться, следить за уровнем давления и не поддаваться вредным привычкам, отметила гериатр.
И к другим темам о том, как не стать жертвами вербовщиков, которые, как правило, действуют через всемирную паутину, говорили с учащимися 3-й школы города Малгобек. Профилактическое мероприятие прошло с участием религиозных деятелей, сотрудников правоохранительных органов и местной администрации. Репортаж Амины Боковой. Международный терроризм, методы вербовщиков опасности, подстерегающие во всемирной паутине и много других зыбких моментов волнуют сейчас практически всю молодежь, не только Ингушетии, но и мира. Ведь эта беда может прийти в любой дом. Тем не менее, исключить пользование компьютером и мобильниками тоже не выход. Интернет – часть нашей жизни. Многие уже не представляют свою жизнь вне всемирной паутины. Поэтому сейчас задача властей – подготовить школьников к тем опасностям, которые их могут ожидать. Развивайтесь. Учителя всегда готовы по-любому. Значит, если у вас какие-то есть устремления по тому или иному направлению, всегда вас поддержать, именно, как говорится, направить в нужное русло. Поэтому хотел бы еще раз к вам обратиться. Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации, добивайтесь того, что нужно добиться, какие вы цели ставите перед собой. О последствиях влияния чужих, совершенно незнакомых людей старшеклассники знают отлично и понимают, что проблема весьма серьезная. Впрочем, дети уже давно уяснили простые правила поведения не только в сети, но и в обычной жизни. Если вы на улице видите какой-то непонятный пакет, и там находится какой-то предмет, первым делом вы должны позвать старшего. Нельзя саму трогать этот пакет. Мало ли что там находится. Также нельзя писать такие разного рода комментарии, оскорбляющие межнациональной розни. Нас учат вести себя в интернете очень культурно. Мне кажется, что очень хорошо, что сегодня у нас проводятся классные часы на эту тему, что и другие мероприятия, посвященные именно против терроризма. Это просто дает тебе понятие, что это неправильно, это плохо. Специалисты отмечают, что наиболее уязвимая категория для проникновения идей экстремизма – это учащиеся школ с еще не сформировавшейся и легко поддающейся влиянию психикой. По данным МВД России, в среднем до 80% участников экстремистских группировок составляют молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет. Поэтому профилактику чаще всего проводят именно в образовательных учреждениях. С начала нового учебного года мы утвердили график проведения тематических бесед в каждой школе нашего города. Вот сегодня мы начинаем с нового учебного года. И заодно мы в этой же теме подключаем вопросы об патриотическом воспитании подрастающего поколения. Потому что вы знаете, какое внимание и президент России, и глава нашей республики именно уделяет вопросу патриотического воспитания подрастающего поколения. Школьникам рассказали не только о том, что скрывается под понятием экстремизм и терроризм в современном обществе. Им подробно объяснили ответственность за правонарушения и преступления экстремистской направленности. Со своей стороны школьники считают, что подобные профилактические беседы, безусловно, пойдут им на пользу. Амина Бокова, Рамзан Зурабов, Новости 24. Демографическую статистику в России спасают Ингушетия и Чечня. Такие сведения приводит российская газета со ссылкой на данные Росстата. Эти показатели свидетельствуют об уменьшении в России количества браков, разводов, а также небольшом снижении рождаемости. Так, за первое полугодие текущего года было зарегистрировано свыше 380 тысяч браков. Это на 30 тысяч меньше, чем в прошлом году. Положительный факт – это уменьшение количества разводов. Детей родилось в этом году меньше на 38 тысяч. И спад рождаемости отмечен сразу в 82 регионах. Спасают статистику и поддерживает демографический баланс всего 3 субъекта в стране. Это Ингушетия, Чечня и Калмыкия. Что нужно знать об инсульте? Врачи Карабулакской поликлиники взялись за профилактику, раздают горожанам листовки и проводят лекции в школах. Акция называется «Стоп инсульт». Сюжет Заремы Илоевой. Большинство людей достаточно четко представляют себе, что нужно делать, чтобы не попасть под машину, заразиться ВИЧ или утонуть. Всех с детства учат переходить улицу на зеленый свет и не купаться в запрещенных для этого местах. Почти каждый, у кого внезапно возникает боль в сердце, опасается инфаркта миокарда. Но мало кто знает, что инсульт уносит не меньше жизней, чем аварии и несчастные случаи. По данным ВОЗ, в мире ежегодно инсульт переносит около 15 миллионов человек. При этом около 5 миллионов умирают от
от инсульта, а еще 5 миллионов пациентов остаются инвалидами. Здесь, в принципе, подробно расписано, как оказывать первую помощь и вообще как распознать инсульт. И вы сами сможете оказать также помощь и себе, и... Спасибо, это очень хорошо. Айзан Костоева живет одна. Бабушка жалуется на давление и часто вызывает скорую. Она считает, что каждый должен владеть элементарными навыками оказания первой медицинской помощи. Я думаю, конечно, хоть и мы не мастера или имеем специальность по этой части, что хотя бы частично мы должны знать, как происходит инсульт, давление, все это, и выполнять всегда рекомендацию врача. Я, например, гипертоник, давление постоянное у меня уже лет 20 будет. Врачи Карабулакской поликлиники сегодня не только раздают флаеры. В программе также посещение 3-й школы. Здесь совместно с учениками подготовлена лекция о том, что такое инсульт и как распознать его первые признаки. Если раньше считалось, что острые нарушения мозгового кровообращения присущи людям преклонного возраста, то в последнее время инсульт помолодел из-за напряженного жизненного ритма и стрессов. Врач медпрофилактики рассказал учащимся о факторах риска развития заболевания. Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября. Впервые этот день начал отмечаться в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией. Основные приемы распознания симптомов инсульта выучили даже пятиклашки. Улыбка. Попросите улыбнуться. Попросите улыбнуться вот так. Движение. Попросите поднять руки. Попросите поднять руки вот так. Артикуляция. Попросите назвать себя. Попросите назвать имя и фамилию. Это заболевание требует срочной медицинской помощи. В случае, когда медиков не оказывается рядом, жизнь больного человека находится под угрозой, и его спасение в это время зависит в большей части от своевременно оказанной первой помощи. Главное – вовремя распознать заболевание. Моментально среагировать, вызвать немедленно скорую помощь, чему мы учили сегодня детей. В течение 6 часов, если пациент будет доставлен в больницу, ему окажут необходимую помощь, и можно предотвратить последствия инсульта. Спасти жизнь человека могут не только те, кто давал клятву Гиппократа. В такой ситуации может оказаться каждый, поэтому важно запомнить простые правила распознания инсульта, а также не растеряться и набрать 03. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Это была вся информация к этому часу. Следующий выпуск новостей смотрите в 16:00. До встречи.